Dawaj ziemia i nieba, Jezus słucha sama, ukoje nam uwieje. Chwała, 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 o Władaj narodzie, wieczary i rana, na zachodzie i wschodzie. Chwała, chwała, chwała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z ducha Twojim. Świętую mszu sprawuję za pomierłych Mieczysław, Wiktoria, Walentina z семьи Kalininowskich, Tarasiewicz, Uglowych, Bartora, Wojka. Prosisz dla ich rady życia wiecznego u Włodarstwie Niebiesnym. I prosim Pana Boga za все наши грехи, как мы могли годно сложить в эту najświętejszую chwałę. Spowiadają się Bogu Всемогутному. I wam, braty i siostry, що zgraszył ja wielbi, duмкою, словом, учинком i zaniedbaniem. Moja wina, moja wielmi wielkая wina. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, на Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владарь Небесный, Боже Отче Всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысшейший, Иисус Христе, с Духом Святым, ухвалим Бога Отца. Аминь. молимся. Боже, Ты все наказы святого закона засновал на любови на Тебе и ближних. Дай нам силы завсёды выконывать Твою волю, как мы могли досягнуть життя вечного. Раз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарит в едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Аминь. Czytanie Kniги Mądrości. Безбожники казали сами себе. Зробим пастку на справедливого, бо
бо Ён безкарисний для нас і противиться нашим учинкам, докарає нас у грехах супроть закону, винуватить нас у грехах супроть нашого виховання. Побачимо, ті правдиве слово Ягоне, і проверим, що буде присконія Ягоне. Бо коли справедливий – это Сын Божий, то Бог оборонить его и вырве его из руки противнику. Проверим его с невагою и мукою, как познать его лагодность и выпробовать его терпеливость. Осудим его на гонебную смерть свою, бо, як он каже, поклопотится об ней. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Потрымливае Пан маё жыццё, потрымливае Пан маё жыццё. Уратуй меня, Боже, своим именем, и суди меня своёю моцаю. Боже, почуй мою молитву, выслухай словы моих устав. Потрымливае Пан маё жыццё, бо супраць мяне паўсталі чужынцы, шукаюць магутныя майго жыцця, яны не маюць Бога перад сабою. Потрымливае Пан маё жыццё, вось Бог дапамагае мне, Пан падтрымлівае маё жыццё. Я добраахвотна прынесу Табе ахвяру, падзякую Твайму імені, Пане, бо яно добрае. Потрымливае Пан маё жыццё. Читание послания святого апостола Якова. Умилование, где зайздрость и свярливость, там безладие и усякая лихая справа. А мудрость, якая приходит свыше, найперш чистая, вот и миролюбная, лагодная, покорливая, полная милосердности и добрых плодов, бессторонняя, некроводушная. А плод справедливости сеють у спокое тыя, кто чинит спокой. Откуль у вас войны и змагання? Не інакш, як з прагненняў ваших, якія змагаюцца в участках тела ваших. Прагніце, а не маете, забиваете и зайздросите, и не можете отрымать. Змагаетесь и воюете, не маете с того, что вы не просите. Просите и не отрыгиваете, потому что дрэнно просите, как растратить на свое прагнение. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог покликал нас праз Евангелие для досягнения хвалы нашего Пана Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус і його учні вийшли і проходили праз Галилею, і Єсус не хотів, каб нехто ведав, бо учив своїх учнів і казав їм, що Син Чоловічий віддадений буде у руки людей і заб'ють його, і забити у воскресення праз 3 дні. Але яны не разумели гэтых слов, а спытацца у яго баяліся. Прыйшоў ён у Кафарнаум,
і калі быў у доме, спытаўся ў іх: «Пра што па дарозе вы разважалі?» Яны маўчалі, бо па дарозе разважалі паміж сабою, хто большы. Сеўшы, ён паклікаў 12 і сказаў ім: «Калі хто хоча быць першы, няхай будзе з усіх апошні і ўсіх слугой». Потым узяў дзіця, паставіў сярод іх і, абняўшы яго, сказаў ім: «Хто прымае аднаго з такіх дзяцей у маё імя, той мяне прымае. А хто мяне прымае, той не мяне прымае, але таго, хто паслаў мяне». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сённяшняе Божае Слова хоча нас шмат чаму навучыць, шмат для чаго прыгатаваць. Але ў першай чарзе трэба звярнуць увагу на тое, што да чаго нас накіроўвае. Не ведаючы, хто з вас быў у Італіі і уязджаў на такую гару Монте-Кассино. Есть там такая гора, вельмі небяспечная для сапраўдных вадзіцелей аўтобусу, яна вельмі цяжкая. Сапраўды, часамі ёсць так, калі водители подъезжают, просят людей, которые находятся в автобусе, об тишине, об супокоі, бо небяспечныя закруты будут, повороты, але таксама небяспечныя зрывы. Ну и один святар рассказывал, что пэўнага разу яны ехали с пилигримкой, въезжали на эту гору, водитель, конечно, попросил, как все молчали, попросил об тишине, как никто не беспокоил его, и одна такая старшая женщина приходит до водителя, как раз в этой вельмі небяспечны момент, и говорит: «Чи вы могли бы мне гроши разменять?» Как раз водитель этим занимался, менял гроши. Браты и сестры, в сегодняшней Евангелии что-то подобное прозвучало. Иисус Христос идет, открывая свое сердце, говорит, что его чекает, на то, что он пришел на свет, что будет забитый, похованы, на третий день он воскресне, что даст избавление. А апостолы идут здесь и там и не слухают Иисуса Христа, а разважают об чем? Об тем, кто из них первый, кто из них больше. Есть такий писатель Славомир Мрожак, польский писатель, написал он шмат оповеданий, таких вельми коротких, вельми цікавых. Одно из этих оповеданий называется «Бим и Бом». Про что оно учит? Это Бим и Бом, это два клоуны, вельми популярные. Они ездили цирком, и шмат людей приходило как послухать их, поглядеть на них, посмеяться за этих двух клоунов Бим и Бом. Так шмат, что часами навіть билеты можно было тяжко купить за 2 года на початку этого цирка. И никого не интересовало в этом цирке, какие там небезпечные трюки, які там виконуються, або якісь вислони, які там допрыгають. А всіх інтересувало в этом цирку тільки тих 2 клоунів, Біма і Бома. І певного разу, відомо, гэты Бим і Бом пошли у цирульню, как зробити прическу. Сели обоє, ну и поскольку женщинка там только была одна, запитала: «Нет, так не может быть. Кто первый?» И они поглядели один одному глубоко в очи. И никто не постригся, встали и вышли. И от этого момента это питание начало их турбовать до конца життя. Видите, я? Так что один одного навіть был готовый забить и слушать. Пробовали навіть отравить один одного. Так, что этот славный цирк, який свалил, он развалился, то он не имел больше опыта, он не имел публичности в этот цирк. И они перестали працевать клоунами. Братья и сестры, вельми важное питание, кто первый. Такое самое питание сегодня апостолы ставили, когда идучи за Иисусом Христом, когда Иисус Христос говорит о вельми важных речах. Бо вельми часто в нашем житті это питание может развалить нашу семью, может развалить супольную, сделать монашескую какую-нибудь, святарскую, бо это революция, она нездоровая. Бо вельми часто мы так само боимся задать это питание, чи мы его не задаем и не ставим в своем житті, чи мы не хотим быть первым, чи мы не хотим быть кимось для когось. Бо вельми часто, як ми сьогодні прочитали, в другому читанні, що это возбуждає велику заздрість, і ми викидаємо Бога з нашого серця. І бо Ісус реагує одразу. А от перший той, хто буде слугою, і все Святое Писання говорить про це. Перший той, хто має справжню любов, і Ісус Христос покаже справжню любов.
аддаючи своє життя за тих, хто любить, хто не любить його. Для збавлення кожного з нас. Есть такая актриса Кристина Фельдман. Кристина Фельдман актриса, которая, играя у комедиях, вельми знаная, популярная актриса, конечно, больше, чем у нас. Вельми знаная и популярная, она играя роль другого плана. Что есть там другого плана? Не играя первой роли. Мы много раз попросили ее, как она сыграла роль первого плана, как сыграла мужчину, ладно, маляра, вельми знаного, уже сегодня так само у Польши, Никофора Кшемицкого, который Никофор Кшемицкий за своего життя малявал образы и подавал их за некалькі злотовок. Доpiero сегодня этот образ его уже не купить за некалькі злотовок, коштує великі гроші. И дякуючи этому малярству, этой бедачина, маляр жил, ведь конец концом кляпал, навіть можно сказать, він вел життя жабрацкое, одевался вельми убого. И вот раз, когда приготавливалась до роли, когда уже шли съемки, эта актриса, она и была приоритетом за этого мужика, зроблена вся операция пластичная, когда выглядела таким. Потом был час перерыва. И потом, поскольку это долго тривало, как снова потом переодеться до его, но то постановила, что пойдет в ресторан, переодеться за этого маляра. Когда пришла в ресторан, переодеться этого была выкинута. Бо в ресторане подумали, что вот якийсь жабрак пришел, который будет перешкоджать в нашем ресторане. А была вельми знана уже в 3 роки. І говорить вона, я зрозуміла, якое життя імів гэтый маляр. І чим ёсць, говорить, чим ёсць сьогодні релігія, можна сказати. Релігія має план другий план у житті чоловіка. Релігія вельми часто викидається з школ, з праці, з сім'єю, з наших супольностей. Бо християнство сьогодні вельми не модне. Легче його висміяти. Бо християнство сьогодні вимагає чоловіка. А Ісус Христос говорить, коли не станете діти Божі, коли не приймете Божий володарство, то не бойтесь його. Брати і сестри, скажу вам больше, все Святое Писание, можно сказать, книгой назвать другого плана. Теперь переживаем год Святого Юзефа, поглядим, а почему пишет Святое Писание про Святого Юзефа? Немає понимать слова. Юзеф играет другую роль в Святом Писании, а якую важную. Является выхователем Верховного Иисуса Христа и Наисвятейшей Панны Марии. То дякуючи Юзефу, Ісус Христос некалькі разоў вырваны з путоў смерці, калі хацеў забіць яго немаўля фараона. Маем памятаць пра тое, а паглядзім яшчэ на жыццё Есцэго. Есцэ меў 7 сыноў вельмі прыгожых. Быў Самуэль, который пришел намасціць одного из сына Есцэго. И когда пришел, это батько поставил всех, один прыгожий, другой мудрый, третий высокий, еще один потенчный, здоровый кисти. Все как один, готовые как были быть королем. И Самуэль поглядел, говорит, ни одного нема. Ни это не король. Чи бачиш ще якого-нибудь сына? Вот есть, маленький, рыженький, пасмик там как овец, Давид. Когда Давид пришел, я сказал, вот это будет король. Это король будет. И в Святом Писании много таких историй. Езав і Якуб, які Езав має першородство, а Якуб їх першородство викупляє. Подманний спосіб, але йде вперед. Бо Бог бачить не то, що бачить наші очі. Бог не глядить на чоловіка по-людськи, але Бог глядить на чоловіка, на серце чоловіче. Ісус Христос сьогодні глядить на серце этих апостолів і запрошує нас до себе, сівши у сьогоднішній святині. Сидить і чекає. Придите и послушайте моей рады, как быть по-справедному иметь Бога. Иисус Христос сел, покликал 12 и сказал, коли кто хочет быть першим, нехай буде усіх слугою. А затем, брати і сестри, нехай кожен з нас сьогодні откаже на це питання, якое місце я хочу в житті займати. Чи може, займаючи перше місце народні способи, чи я не розвалю яку-нибудь супольність, чи я не уливаю кому-нибудь в серце ненависть, чи я, може, не виливаю кого-нибудь Бога з серця, який був у складі колись про батьков, де був прадед. Маем просить Пана Бога, как мы умели занять отповедное место в нашем житии, в нашей супольности и в месте, где мы находимся. Веру в одиного Бога, а и там все наука.
Створителя неба і землі, усякого бачного і небачного, і владійного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перводуши миротворца, Бога от Бога, святого от святла, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба, и утеловивший от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, садись праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и якого владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророков, веру в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. До нашего небесного Отца, праз посредництва Его милованного Сына, узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за святого Отца, как Его авторитет был моцною подтримкой для людей, які шукають правду. Це просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за керівником нашей країни, как они керовались принципом справедливости и добра. Це просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які шукають правду, как они знайшли її у Єсусі Христі. Це просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за войсковцев, как виконуючи свои обовязки перед Родимой, не забывайся про свое религийные обовязки. Тебе просим. Выслухай нас, Молимся Пане. за наших близких померлых, особливо Вячеслава, Виктория, Валентина, померлых семьи Калиновских, Тарасевич, Угловых, Батора, Вольк. Как добрый Бог принял их в супольной святых. Тебя просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собранных, как наша вера все больше умацовывалась и приносила трывалый и богатый плен. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Почуй, Пане, наши молитвы и допоможи нам выполнить свою волю, что ты не жить про Христа, Пана нашего. Аминь. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебе я им хвалы. Со мною, Боже, Ты завжди. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Хвала, хвала, хвала Тебе, великий Бог. Днем и ночью, Боже, славлю я Тебе, и счастливый я, что Ты живешь во мне, и спеваю для Тебя я им хвалы.
Со мною, Божа, Ты завжди. Молитесь, как мою и вашу офяру принял Бог, Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, ласкаво прими дары своего люду, и ученикам найсвятейшим сакраменте мы отримали ласки, яких сыновным довером прагнем раз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. И с духом Твоим Укору сердце. узносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Бог над это справедливо. Сапrawdy On nawet i sprawiedliwa, słuszna i zbawienna, как мы завсёды и всюdy Тебе складали подяку. Panie święty Ojcze, Всемогутny wieczny Boże, przez Chrysta Pana naszego, bojąc litości nadgrzesznego człowieczeństwa narodził się z Panny Maryi. Раз свою душу на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анёлами и арханёлами Иисусими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышиня, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышиня. Сапраўды Божа Ты святы крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары росою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Podobnym czynom po wieczery udział kielich. Znów Tobie podziaku składając, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzycie i picie z jego usie, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта великая таямница веры, обвещает смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего присягания.
śmierci, z mętwych powstania Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как усих нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Panie, про костел Твой расселенный во всем свете, удосконаливал в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupom naszym Kazimierem i всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці пішов з цього світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего, просим Тебе. Змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел в житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, святым Яном Павлом II, благословленным Брониславом Маркевичем и всеми святыми, которые спровеку подавались Тебе, как с ними и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христові у Христе, Тобі Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся шана і хвала, разу всеякі вічний. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от зла. Просим Тебя, Panie, zbaw nas od всего злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живешь и владаешь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Парад Божий, який єш на землі, краї світу, змилуйся над нами. Парад Божий, який єш на землі, краї світу, змилуйся над нами. Паранку Божий, який єш на землі, краї світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений і покликаний на вечеру Ягоною. Пане, я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Номер 4. Наш Пан хлеб небесный меж нами живет, пьет с умным надею и радость дает, покорно сыходит для нас на алтарь. Как стать нам поживой, дайся белдай. Наш Пан добрый пастырь, притулок слабым, дае милостиво у сердце своим, любовью святую лагодит наш бой, и сум разгоняет надеи светло. Наш Пан милосердный, и Он любит свой люд, пронес с неба шлет у долину покой, как шлях человеку добром осветлять, у сердца по небе тугу обружать. Молимся. Боже наш Отче, завсёды надгребливай по ней допомогою Ты, кого взвоцняешь своим сакраментом. Как мы, дякуючи таємницям, які удельничає, спознали в нашем житті плен откупления праз Христа Пана нашего. Аминь. Объявлю шпастерские. 20 вересня, это в понедельник, вспомнить святого Андрея Ким Таогона, святора и святого Павла Чонг Хасана и святых поплечников и мучеников. Во вторник свято святого Матфея, апостола и евангелиста. У четверг вспомнить святого Айца Пио с Петричины, пресвитера. 2 кастричника в субботу у 17 годин у нашей парафии отбудется отпуск и бежбование. От понеделька, 20 вересня, розпочнеться новенна перед святом святого Архангела Михайла, головного опекуна нашей конгрегации, до якої ми приналежимо з ксяндзом Олександром, але так само всі святарі, які тут працювали. Але так само опекуна Мінсько-Могилівської провінції костьола. У нашей парафії розпочалася катедра катехеза. Просим так само батьков о провіранні катехетичної зали. Адорация Пана Иисуса Наисвятейшим сакраментом в интенции нашей родимой будет отбываться наступным чином. Во вторник, у пятницу, в субботу и в неделю с 14 до 19 годин. У понедельник, у среду и в четверг с 14 до 21. Звертаемся с просьбой записываться на дежурство у кожную субботу. Триває далі у нас будова. Ми розтягнули вже кабель по території, співпраці ведуться вдома, звані з електрикою, там хочемо все підключити, перевірити, як все могло працювати. Затем перейдемо на котловню, яка нам так само потрібна.
просим Пана Бога, как дозволил нам в этом годе до зимы запустить этот дом, как можно, как дети могли годно удельничать у занятках по катехезе в добрых условиях и в вольниках. Поэтому дякую за херование на будову святыни, за супольную и индивидуальную молитву, за спев явраву литургичную, за проверание каплицы, а так само тем, кто дежурит. Помолимся за тих, хто на цьому тижні святкує дні народження, іменинних, юбілеїв, хто чекає народів дітей, за Владислава, його батьків і хресних з народу Хресту. Помолимся за добродеям і хиродавцям нашої парафії, а так само в нових добродеях будівництва санктуаря Божої милосердності, і за нас, виручаючи кожного поособку, опеці Матці Божої Муженцової, Твою оборону не отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не благоджай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добре, що ви есть, відомо, що на вулиці неприємне на дворі, холодно, але просим, как Бог распалил в вашем сердце любовь, искорку любови, об этой любови вы согрелись у своих семьях. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом Твоим. Нехай вас благословляє Бог всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Аминь. Ідіть в спокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороной, супроть спокуси і пастав злого духа. Покорно просим, нехай яко знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас губу снують по світі. Аминь. Святий Боже, святий Отче, святий єсть народи, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Отче, святий єсть народи, змилуйся над нами. Святий Боже, святий Отче, святий єсть народи, змилуйся над нами. От пожару, от войны и заразы, борони нас, Боже, от греховной и неспасенной смерти, стережи нас, Боже. Мы грешные, Тебе, Бога, просим, выслухай нас, Боже. Номер 220. Святитель Божа, святитель Божа, растерруй ветер, трудите убачу, збавлення святло. Божа, Тобі